Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутске завершил свою работу 15-й съезд женщин региона. Несколько дней делегаты съезда со всей Якутии и приглашенные гости из других регионов обсуждали вопросы, связанные с ролью женщины в современном мире. Предлагали свои инициативы по социальной поддержке семей с детьми и материнства, по развитию женского предпринимательства. Гостья нашей студии сегодня Светлана Хабаркова, заместитель председателя Российской общественной организации «Женщины Бурятии». Светлана Юшеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько общественных женских организаций в вашем регионе? Сергей, простите, я поправлю. Региональная общественная организация «Женщины Бурятии» и отделение Союза женщин России. Хочу сказать, развитие женского движения везде одинаковое. Ну, чисто женских организаций, наверное, около полусотни. Вообще всего некоммерческих организаций более 1500 в Республике Бурятия. Они в последнее время очень большой рост имеют. Ну и одна из крупнейших – «Женщины Бурятии». Мы созданы 15 лет назад, вот в этом году в июле будем отмечать. Бессменным председателем является Анна Сергеевна Скосырская. И у нас более 2000 членов по всей республике, во всех муниципальных образованиях, кроме одного, просто пока там перевыборы не произошли. Ну и, в общем-то, это достаточно весомая общественная организация, в которой активно участвуют все женщины республики. Кому неравнодушно развитие? Какие задачи, наверное, в первую очередь решает ваша организация? Ну, как женщина, что важно для женщины? Для женщины, конечно, важен семейный очаг, да? Вот поэтому вопросы, все, что касается защиты материнства, детства, семьи. Соответственно, сегодня мы говорим о воспитании подрастающего поколения, естественно, да, патриотическое воспитание молодежи, забота о старшем поколении. И вообще, поскольку мы теперь члены Союза женщин России, то есть целая большая российская программа «Равенство, мир, 21 век». Поэтому в этом идем. И сегодня, как мы знаем, наш президент Путин утвердил национальный проект, и, конечно же, мы курируем полностью национальный проект развития, скажем так, общественный контроль и соучастие во всех сферах жизни, касаемо реализации национальных проектов. Это же, конечно, здоровье, безусловно, да, и отдельно выделяем прям приоритет женское здоровье. Хочу сказать, что и семья без папы же не бывает, поэтому, конечно, важно беречь мужчин. И мы очень большое внимание уделяли работе с отцами, инициировали прямо женские форумы, которые были посвящены защите отцов. И мы очень рады, что в 2018 году, после 5-го форума женского, вновь прибывший к нам глава избранный, Алексей Самбуевич Садым сказал: все, я услышал, резолюция у нас была форма создать, Совет отцов при главе. Совет создан, он его возглавил, и ведет работу заместитель по социальной работе правительства Цыбекжапов Вячеслав, у которого отец 6 детей. Поговорим о мероприятии, которое завершилось в Якутии. С какими предложениями вы выступили на 15-м съезде женщин Якутии? Ну, я бы хотела дополнить, что это не просто 15 женщин Якутии, но это еще Дальневосточный форум. Как вы знаете, Бурятия теперь вошла в Дальневосточный округ, и теперь у нас есть возможности вполне тесно в рамках окружных задач встречаться. Поэтому мы рады и поздравляем женщин Саха-Якутии с тем, что уже 15-й съезд идет, история у вас 1925 года. Нам очень понравилось. Прямо конструктивная работа. 12 было стратегических сессий по разным вопросам. У нас делегация, 3 человека были на площадках, и еще 2 женщины подразделения наша группа «Артаян» принимают участие и даже были в шествии «Народные промыслы». Тоже потрясающее мероприятие. Культуру и истоки национального творчества мы увидели на этой конференции и ярмарке. Поэтому очень много хороших идей, и мы радуемся за женщин Саха-Якутии, их общественно-политической активности. У вас растет количества депутатов. Какие депутаты? Секция женщин в законодательстве, их инициатива, честно говоря, даже могу сказать, просто меня потрясла. Я думаю, что у нас женщин в парламенте республиканском значительно меньше. 66 депутатов, всего 8 женщин, но у вас из 70 – 12. Пропорционально примерно где-то так, но у вас процент чуть побольше. Но и вы поставили задачу достичь 40%. У нас в правительстве 4 министра женщины и 4 заместителя министра. В правительстве у нас стало чуть больше доля. Но хотелось бы, чтобы
главы районных муниципальных образований тоже были женщины. Сейчас только одна у нас глава из 21 муниципального образования. Какой практический опыт деятельности Союза женских организаций Якутии вам понравился? Мне очень понравился блок законодательной инициативы. Ну, я уже секций много, все не увидишь, да, поскольку я сама являюсь председателем Совета общественных организаций по защите прав пациентов, я была на секции стратегической сессии здравоохранения. Мы обязательно возьмем и будем работать над тем, чтобы создать музей матери. Он называется «Экспозиция постоянно действующая». Ну, вот так коротко музей, это просто необыкновенно. Но и на государственном уровне мы об этом уже говорили и будем ставить, что все-таки были региональные знаки отличия. Ну вот, когда мы готовили в ушедшем году народную программу, мы просто нашим кандидатам давали наказ добиться на российском уровне присвоения, вернуть вновь мать-героиня. У вас якутская мать-героиня, 25 человек с поддержкой 1 миллион рублей единовременные, 140 женщин награждены знаками отличия первой, второй, третьей степени. У нас пока это на уровне разговоров, поэтому мы просто будем добиваться. Это замечательный пример. Ну и мне очень понравилось, что у вас очень много в Якутии разных знаков отличия. Вот уже медаль отца есть, медаль за активную общественную инициативу и вот прочие такие знаки отличия. Это тоже очень здорово. И хочется, да, это действительно поощряет общественную работу. Это же общественная работа, безденежная, скажем так. Поэтому, ну и предпринимательство у вас хорошо развивается. Мне очень понравилась идея, что у вас открыта магистратура и пригласили всех женщин, а участвовали в режиме онлайн, вся республика была подключена. Теперь есть помощник врача, магистратура будет. Человек с любым образованием, и приглашали женщин, чтобы они стали помощниками врача, уже дипломированными, продвигали правильное питание, здоровый образ жизни. Ну, мы понимаем, у арктических народов очень важная проблема алкоголизации, высокая у вас смертность, выше, чем у нас, да, поэтому это, конечно, большая забота, потому что будет жив папа, женщина не может стать мамой и создать семью без папы, поэтому мужчин надо беречь. Вот это такие идеи, они параллельные, но вот есть такие новинки, которые, я думаю, будем, да, и к себе внедрять, перенимать, говорить с правительством, с Минздравом. И еще особенность. Очень хорошо поставлена работа по экологическому воспитанию. Мы побывали в арктической школе, мы, значит, нас курирует Министерство экологии. Просто потрясающе. Системная работа. Узнать об опыте Бурятии. Расскажите, как в Республике Бурятия развивается женское предпринимательство? Ну, хочу сказать, женское предпринимательство вообще, да, как у ТОСов, так и у предпринимательства становится женское лицо. В этом плане мы плотно дружим же с Республикой Монголия, монголоязычный же мы народ. В Монголии подавляющее большинство предпринимателей успешных – это женщины. И вот мы тоже это взяли. И хорошо, что теперь есть правительство пошло федеральное, да, самозанятые. Все самозанятые, ну, подавляющая часть – это женщины. Это очень здорово. Можно, не отрываясь от дома, заниматься бизнесом и воспитывать детей. Поэтому у нас есть российское отделение Союза женщин-предпринимателей, возглавляет его Думнова Татьяна Гавриловна. Она член правления нашей организации, поэтому в этом плане много делается. Обучение. Вот с ковидом было же сложно. Мы в прошлом году обучили 150 женщин-предпринимателей навыкам, да, совместно с моим бизнесом. И поддержка. Ведь очень хорошие поддержки есть, да, и поэтому женщины, конечно, находят свою нишу. Плюс, значит, наша организация, конкретно республиканский грант, обучаем работе, навыкам с МММ, да, Инстаграм. И причем женщины, даже возрастные, хотят это понять и научиться зарабатывать деньги и продвигать свой бизнес, свой бренд. Поэтому я думаю, что в этой части женщины проявляют большую активность, и женщины же не умеют падать. Если, как это говорят, за одного битого двух небитых дают, не получилось здесь, возьмется за другое. Поэтому настойчивость женская, она позволяет развивать предпринимательство. Вот как раз-таки среднее предпринимательство, малое предпринимательство. Ну, крупные, большие компании – это, конечно, мужчины. Ну, и наши женщины очень в сфере обслуживания, в бьюти-сфере, в общественном питании занимают лидирующие позиции. И у нас в прошлом году была победительница российского уровня в предпринимательстве, именно в общественном питании. Ну, как я узнала, ваш ресторан «Аврора», который возглавляет супружеская пара молодая, они получили пальмовую ветвь общественное питание в России, что это очень высокая награда. Успехи есть. В Якутии очень хорошо, кстати, развиваются некоммерческие общественные организации, особенно в них активно себя проявляют женщины.
Есть ли в Бурятии некоммерческие организации, которые активно действуют женщины непосредственно? Вот я же сказала в самом начале, что у нас более 1500 некоммерческих Мгм. организаций. Кстати говоря, 27 февраля – это Всемирный день некоммерческих организаций. И, конечно же, почти 70% возглавляются они женщинами. Они вот всевозможного направления, поэтому женщины все-таки занимают активную жизненную позицию и в этой части. Не просто воспитание детей дома. Кстати, воспитание детей. Как воспитываете в вашем регионе молодежь? Есть ли женские молодежные объединения? Ну, во-первых, мы у себя создали молодежное крыло. Это вообще тренд теперь во всех отделениях Союза женщин России. И девчонки очень активно этим занимаются. У нас есть очень хорошая молодежная женская организация «Молодые мамы». Они начинали идею с колясок. У нас есть очень интересный тренд конкурс в ползунках. Это тоже так мотивирует мам правильно воспитывать. Есть конкурс дефиле молодых беременных мам, как правильно вообще подготовиться к родам. Это тоже очень интересно. Кстати говоря, мне понравился у вас сертификат молодожена. Нам, наверное, это тоже надо внедрить. Это очень интересный, видимо, пакет документов, который позволяет молодой семье правильно подойти к созданию семьи, воспитанию, подготовке к рождению детей и так далее. Это очень хорошо. Вот. И поэтому я думаю, что наши женщины занимаются амазонки Бурятии, автопробеги, включая даже Монголию. То есть вот женщины находят нишу везде. И вот молодые родители есть, еще современные родители, вот отдельно мамочки, а еще есть молодые современные родители Бурятии. Это все молодежное крыло. И студенческая среда активно тоже создают. Да. У нас традиционно очень, с прошлого века, скажем так, мы даже принимали российский конкурс молодых семей. Есть у нас такой автор, идеолог молодой семьи. Это Плотников Александр, высшая школа комсомола, сейчас в Москве. Вот он курирует. Очень хорошо. И есть молодежные творческие объединения и молодежные объединения на предприятиях. И в них, конечно же, большая часть это женщины-лидеры. Светлана Альшевна, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейшей... Секундочку. Так, Можно я да, в идею завершении. предложу? Я всех вас поздравляю, Саха-Якутию, со столетием со дня образования, с Годом Матери. У нас будет столетие в 2023 году, и мы бы хотели предложить, уже предложила, чтобы сделали конный переход до Бурятии. Это был бы интересный женский конный переход. Я думаю, у нас это получится. Если женщина поставила задачу, то оно должно получиться. Очень интересная идея. Будем надеяться, ее услышат и обязательно реализуют. Надеемся. Светлана Альшевна, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Ну и поздравляю с наступающим Международным женским днем 8 марта. Спасибо. И мы поздравляем женщин Якутии. Всего доброго. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.